Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Административная комиссия Якутска проводит рейды по еще закрытым переправам. Более 100 резидентов, и эта цифра растет ежегодно. 10 лет со дня образования исполняется технопарку Якутия. Также 10 лет в Алдане ждали открытия бассейна. Спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» запущен полностью. Административная комиссия Якутска совместно с сотрудниками ГИБДД и ГИМС проводит рейды, выявляют факты несанкционированного выезда транспортных средств на лед. Специалисты отмечают, что в этот период времени толщина льда не соответствует безопасным показателям, выявляют нарушителей ежедневно, в том числе во время мониторинга соцсетей и после обращений граждан. Отметим, что за выезд на ледовую переправу предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч для физических лиц и от 100 тысяч до 1 миллиона рублей юридическим лицам. Лед в данное время обманчивый. Его толщина льда неравномерная. Бывает 20 сантиметров, может через 3 метра идти будет 10 сантиметров. Поэтому опасно переходить и выезжать на неокрепший лед. Стоит отметить, что для передвигаться на машине категорически запрещено по льду из-за возможного провала автомобиля, а также выхода наледи на определенных участках реки из-за образования пустот и трещин. Между тем, паромных перевозчиков по маршруту Якутск-Нижний Бестях Якутска штрафовали за нарушение санитарных мер. Сообщается, что во время перевозок выявили отсутствие бесконтактного термометра. На паромах не вели температурный журнал, отсутствовал контроль за соблюдением масочного режима. По данным фактам возбуждены 6 административных дел. Виновные лица оштрафованы на суммы от 50 до 100 тысяч рублей. Решения суда вступили в законную силу. Их исполнение на контроле Якутской транспортной прокуратуры. Другим темам в Якутии действует 781 лицензия на добычу бивней и других останков мамонтовой фауны в 15 арктических и северных районах. Под особым вниманием правовое регулирование этой деятельности, ископаемый невосполнимый ресурс биогенного происхождения. Федеральный закон о недрах регулирует промышленную добычу костей мамонта. Для восполнения пробелов в российском законодательстве разработан новый проект документа, представленный депутатом Госдумы от Якутии. Сейчас его рассматривают в профильном комитете Нижней палаты парламента. Сегодня в Илтумене на парламентских слушаниях также рассмотрели оборот и добычу мамонтовой фауны. Не решен комплекс вопросов, который связан с добычей, легализацией и реализацией ископаемого вида мамонта и фауны. К примеру, вопросы добычи, они до сих пор не разрешены. Речь идет о поиске, но это связано с незаконной добычей и незаконным недропользованием, в ходе которого проводится и негативное воздействие на природные ресурсы. Конкретное решение – это, конечно, совершенствование нормативно-правовых актов федерального уровня. Республика уже выработала свои предложения. Основное направление – это отнести места добычи мамонта и фауны к недрам местного значения, чтобы было правовое регулирование. Энергетики Нерюнгринской ГРЭС завершили средний ремонт 3-го энергоблока, тем самым полностью выполнили ремонтную программу этого года. Плановые работы провели с опережением графика и составили 107 суток. За этот период заменили 4 конденсатных насоса турбоагрегата, арматуру и участки трубопроводов и коллекторов высокого давления. Также провели ремонт и замену тепловой изоляции оборудования, котла, турбины, поверхности нагрева. Средний ремонт энергоблока номер 3 заключительный в графике ремонтной кампании этого года. Ремонт обошелся в 1 миллиард 787 миллионов рублей. 10 лет со дня образования исполняется технопарку Якутия. В декабре за это время база технопарка расширилась на районы республики. Количество резидентов, представляющих инновационные проекты, перевалило за 100, и эта цифра растет с каждым годом. Кроме того, технопарк Якутия имеет статус регионального оператора фонда Сколково и входит в десятку лучших технопарков России и самых передовых на Дальнем Востоке. В комплекс технопарка входят биотехнологическая лаборатория, региональный центр инжиниринга, парк высоких технологий
IT-парк и филиал в городе Нерюнгри. Помимо этого в районах открывают школьные технопарки. В первом полугодии компании-резиденты привлекли 60 миллионов рублей инвестиций, создали более 300 рабочих мест, а общая выручка составила почти 730 миллионов рублей. В этих школах у нас сейчас обучается около 5000 детей в данный момент. Это школьники. И, конечно же, мы сейчас фокус смещаем в сторону поколения старшего поколения. Мы хотим, чтобы взрослые люди, которые, допустим, себя не нашли в жизни, могли быстро переключиться на программиста и пойти работать в нашей IT-компании. Уже голод это чувствуется, есть. Наши IT-компании говорят, что у нас мало людей, кто хочет заниматься IT. Не хватает программистов, поэтому мы вот сейчас хотим, чтобы у нас в IT-центрах обучались люди на местах старшего поколения уже возраста, там 30 плюс, там 25 плюс. Те, кто получили профессию не по программисту, не по специальности, но хотят работать в этой отрасли. Теперь возродить достоверную память о своем семейном роде может каждый. Национальный архив республики возродил архивные документы благодаря договору о сотрудничестве с Национальной библиотекой республики. Документы доступны на сайте библиотеки. Это данные республиканской переписи 1926-28 годов. По ним каждый желающий может узнать поименный состав своей семьи, жившей в то время, и другие данные, к примеру, количество десятин, список домашнего скота и другое. Все эти данные доступны по списку округов, улусов, сельсоветов и наслегов, которые существовали в то время. Причем все предоставленные данные охватывают не одного человека, а всю семью в целом. Представлен не только один человек, да, как в метрической книге, допустим, а представлены целые семьи. Глава семьи, жена и дети. И поэтому очень большой объем информации может получить человек, если он знает, к какому району обратиться, как назывался район тогда, потому что сейчас по административно-территориальному устройству районы, у них другое наименование. А до 1937 года некоторые районы назывались по-другому. Города Якутска в списке нет, то есть этим, скорее всего, занималась другой статистический орган. Есть те населенные пункты, раньше они назывались селениями, которые относятся вот сейчас как раз к городскому округу город Якутск. Это Табагинское селение, Мархинское, Кильдямское, и их тоже можно увидеть в нашей электронной библиотеке. Семья Неженцевых из поселка Чульман Нерюнгринского района заняла 3-е место в республиканском семейном конкурсе «Семья. Хранитель традиций Республики Саха-Якутия». Неженцевы показали все грани национальных, культурных, творческих и семейных особенностей жизни в номинации «Многодетная семья». Продолжит Екатерина Павлова. Родилась семья Неженцевых 25 апреля 1998 года в Кыргызстане. В 2002 году муж, жена и старший, но тогда еще единственный сын Виталий переехали в Якутию. Ирину пригласили работать педагогом в музыкальную школу поселка Чульман и пообещали предоставить жилье. Мы на своей машине, своим ходом приехали. Нам нравится здесь жить. И вот двоюродный брат, родной Миша зовут, что переезжайте. Ну, как-то уже здесь прям нравится. И если где-то в отпуске приезжаем, какой родной Чульман. Да, сюда приезжаешь, душа сразу успокаивается. На ход любимое место. На реке летом отдыхаем. По тайге на каток. На лыжи. Ирина работала в музыкальной школе 10 лет, а с 13 года стала музыкальным руководителем детского сада «Буратино». Кроме того, Ирина руководит церковным хором, хранит домашний очаг и успевает активно участвовать в общественной и культурной жизни района. Например, в прошлом году взяла 1-е место в конкурсе «Автоледи». Глава семьи Михаил после получения российского гражданства много лет работал водителем на БелАЗе, а сегодня трудится инженером-механиком в БелАЗ-24. А его хобби – отремонтировать то, что кажется уже непригодным для пользования. И делает это мужчина на отлично. Дети не отстают от активных и разносторонних родителей. Все Неженцевы – творческие личности. Старший сын Виталий на прошлой неделе вернулся с армии и сегодня уже в родных стенах для своей семьи исполняет авторскую песню. Самый младший в семье Неженцевых сын Леонид в этом году пошел в 1-й класс, а единственная дочь Виктория – старшеклассница.
Закончила художественную школу, занимается танцами и спортом. Мне очень нравится Якутия, здесь очень красиво, несмотря на то, что тут так холодно. Это все равно очень красивое место. Это моя родина, я ее очень люблю. Стать победителями семейного конкурса Неженцевым не было трудно, ведь они продемонстрировали свой привычный образ жизни, где отчетливо видна ценность семьи и ответственного родительства. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» в Алдане запущен полностью. Несколько дней тренировки у пловцов проходят в бассейне. Открытие бассейна спортсмены и любители плавания ждали 10 лет. Своими эмоциями первые посетители поделились с Татьяной Вахниной. Старты с вышек, заплывы на скорость и разными стилями. У юных спортсменов очередная тренировка. Мастерство ребята будут представлять на соревнованиях, и пренебрегать занятиями нельзя. Температура воды оптимальна – 27 градусов. Еще недавно школьники тренировались на суше. В бассейн они зашли пару дней назад, как только он был запущен. Дети очень рады, да, на самом деле событие очень легендарное. Наконец-то мы дождались этого момента, когда у нас бассейн открылся. Открытие бассейна спортсмены и любители плавания ждали долго. Реконструкция спорткомплекса «Энергетик» велась в течение 10 лет. В настоящее время объявлен набор дошколят и школьников в оздоровительные и спортивные группы. Спортивные группы с 7 лет набираем, а группы оздоровительного плавания 5 лет. Дети с 14 лет при наличии паспорта могут посещать бассейн самостоятельно. До 14 лет они посещают бассейн с родителями. Дети до 3 лет должны иметь специальный памперс для занятий плаванием. Сегодня «Энергетик» открыт для всех. В часы, когда нет тренировок, поплавать здесь могут любители. В первый день работы бассейн посетили более 60 человек. Предварительно гостей осматривает медицинский работник, а лица старше 18 лет обязаны предъявить QR-код. Люди пошли. В день сейчас примерно на бассейне уже около 150 человек. Ну, это вместе со спортсменами. Бассейн у спортсменов и любителей плавания сразу стал востребованным. Количество посетителей в «Энергетике» возросло. Активно идет запись и в детские спортивно-оздоровительные группы. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.